Так, друзья, ну что, всем привет. Неделю назад еще по льду бегал. Был на севере в гостях у Руслана Шемякина. Метровый лед. Ну, ребят, приехал к себе домой, и у нас уже здесь полноценная весна. Река вскрылась, уже как 3 дня идет ледоход. И, в общем, нужно готовиться, ребят, к сезону. Вот так как-то, без межсезонья, так скажем. Но у меня, в принципе, так и получается. Если я занимаюсь налимом, то осенью я стою плотно до заморозков. А по погоде смотришь, там неделя уже -8, поднимаю лодку и уже выезжаем на первый лед на озера. Также и весной, ребят. Бам-бам-бам. И сейчас половодье. Понятно, что большая вода, никакой рыбалки, там фидер, спиннинг, естественно. Но на лима, на донке, ребят, уже можно рыбачить. В общем, деревня, ребят, у меня тут ПХД. Прибираюсь. Надо убрать все зимние вещи. Сложить сани там. Ну, короче, все доставать летнее. Ну и сегодня, ребят, хочу заняться лодкой, мотором. И сегодня спущу на воду. Даже прокатимся, наверное. По традиции, ребят, меняю масло в редукторе. Хотя многие говорят, что надо менять осенью. Но у меня мотор, ребята, стоит в теплом гараже. И как бы даже если какая-то эмульсия, я не переживаю, что что-то с ней произойдет. Небольшой, так скажем, протяжечка. Надо посмотреть. Вот здесь у меня, смотрю, масса опять порвалась. В прошлом году вот здесь рвала. Вот. Промажу все вот эти узлы. Сливаю масло в редукторе, ребят. И хочу поменять винт. В прошлом году я ставил 12 шаг. Хотел попробовать добиться максимальной скорости. Скорость была. Гладиатор 9.9 и лодка Роджер Призма 400 ПНД. А вот скорость, да, но, к сожалению, грузоподъемность ушла. У меня до этого стоял 11 шаг, все было хорошо. Вот решил попробовать 12. Отходил я весь сезон на 12. В принципе, даже в хорошем состоянии. Ничего, даже я его не покоцал. И, короче, ребят, решил я поставить 10. Вот, чтоб, ну, было уже запасом. Скорость основная мне здесь не нужна, летом очень сложно. Все мелко, коряги. А вот вещей вожу много. И я понял, когда мы поехали с женой, с ребенком и с кучей вещей, у меня глиссера не было. Соответственно, ребят, ставлю 10, 12 на прозапас. И еще коцанный 11. Так что все нормально. Все, ребят, заливаю масло. И потихоньку начинаем готовить. Все, поехали. Все, сезон, ребята, в деревне все бурлит. Охота скоро откроется. Понятно, люди с сетками заниматься сейчас будут. Природа оживает, ребята. Ну, еще снег. В лесу еще снега много. Ну, блин, в этом году как-то так. Все, поехали. Стекает масло, ребят. Винт поменяю, сразу скину я его. Сразу скинем винтик. Я думаю, с 10 будет пободрее. Будет пободрее. Опа. Что ты не вылазишь? Опа. Чтоб сделать уже все процедуры, ребят, чтобы на воде уже не заморачиваться там этими мелочами всякими. Прошу прощения, конечно, за шум, гам. Деревня. Постоянно кто-то жужжит, пилит. Дрова, не дрова. Шпуля не вылазит. Зараза. Опа. Все, вроде вылезло. Так. Готово. Тут что у нас на 14? 15 может даже. Нестандартно. 16 что ли? Нет, на 17, молодцы. На 17.
Не знаю, заказал, ребят, ямаховский, как бы, что тут все стандартно. Я думаю, подойдет по шлицам. Должно все нормально быть. Так, ну тут все четко, износа нету. Вал, все отлично. Ничего, все хорошо вроде. Все отлично. Все вроде, ребят, четко. Менял я сальники в прошлом году. Сдавал я его, в город возил. Так, здесь у нас вот 91/4 X12 Jet. Блин, это какой-то толстый. Так, 91/4 X10 G1. Тут G1. Дай бог не подойдет. Нет, все четко, ребята. Все четко. Ну, такой какой-то он более толстый, ребятки. Так, ладно, ставим этот на про запас. Возьму его, кину в бардачок, пускай будет. Запас, как говорится, не помешает. Не только у тебя, ну бывает у товарища что-нибудь станет, то нафиг надо. 10-й, ребята. Все, ребят, порядок. Тут протянул, промазал, вин поменял, массу сделал. Термоусадку бы, конечно, но нет у меня нифига. Что-то в гараже лазил, не нашел. Блин, погодка, ребят, солнышко. Утки прилетели. Здесь 300 метров речка. Слышно, как чайки там бормотают. Все, меняю масло. Ребят, сейчас покажу колхозный свой способ. Есть, конечно, различные способы, да, кто-то возит в сервис, не заморачивается. Кто-то там покупает специальные пистолеты. Я, короче, по колхозному как начал, когда у меня появился первый мотор, 5-ка Хайди. Как-то вот попробовал, короче, так и меняю. Ничего сложного, в принципе. Ну, что, в деревне вот колхозим, как говорится. А так, что, в принципе, работает. Город же не повезешь. Вот. Так, ребят, короче, заливать буду такое масло. Это еще как раз покупал, вот у меня в комплекте было. Тут немного, еще целая банка. Короче, на всю жизнь. И вот такая приспособа, ребята. Шприц 2 куба, тут сколько, 2,5. Самый большой, который есть. Вот такая силиконовая трубка. Не знаю она от чего, но она круто, ребят, сюда подходит. Прям четко туда по резьбе закручивается. Отлично. И вот так изолентой, чтобы не держать. Сейчас буду заливать. Вот так я ее сюда немножко приклею. Вот так. Хопа. И все, и погнали. Погнали наших городских. Поближе к деревне. Заливать надо снизу. Ну, как правило, там говорят, что с кислород выходит весь. Хотя здесь никакое не давление, как бы. Сейчас надо все намастырить, ребята. Все же по колхозному. Что-то пили там, как не в себя. Вот так вот. Все, и погнали. Шприцом будем заливать. Берем баночку. Ну, уже потому что не полная бутылка. С этого удобнее брать. Сейчас нальем. И будем заливать. Вот такое маслицо. Все, погнали. Так, ребят, ну что, приступим. Первый укольчик. Опа. Вот так мы его сюда чик. И потихоньку погнали, ребят. Пока у нас этого отверстия не
не вылез. Есть. Не спеша, ничего не капает, все нормально получается. Вот так вот. Все, ребятки, порядок. Немножко руки в масле, но это мелочи жизни. А так вот такая эмульсия. Не эмульсия, конечно, но вот видите, такого цвета масло, которое есть. И которое вот потом, в принципе, не черное такое прям. Ну, ребят, лучше поменять. Подтягиваем. Изоленту убираем. Все, порядок. Сейчас корешок еще приедет. Тоже я говорю, пока говорю, у меня тут станция открыта. Приезжай, говорю, ставь, меняй. Все, порядок. Ну, по мотору, в принципе, больше нареканий никаких нету. Сальники все заменены. Так что все нормально. Ставлю на лодку. Готовим лодку. Заправляем бак и везем на реку. Ну все, ребят, порядок. Илюшка приезжал, у него, кстати, Хайди 9.9 тоже обслужили, промазали, поменяли масло. Вот, Илюха-то уже вчера спустил лодку. Вот. Сейчас поедем, ребят, прокатимся.
Заодно небольшую разведку произведу. Воды вообще мало, ребята. Ну, она поднимается, но ее мало. Снега, конечно, много еще. Еще вода будет в подъем. Но вот весновка, ребят, под вопросом. Многие на канале знают, что обычно в это время я заезжаю на озеро. Живу там. Балдеем. Природа. Сечушку ставим одну. Окуня ловим. Коптим. Ну, пока, ребят, не пахнет. Там еще, скорее всего, лед. Потому что тепла особого не было. Это вот только второй день тепла. А так тоже было холодно. Но река все-таки сдалась. Короче, так посмотрим разведку, ребят. Может, заедем на одну из 3 речек, которые здесь рядышком. Посмотрим. А может, даже на Налима съездим. Хрен знает. Так, ребят, чисто. Такие дела. Ну, такого раннего я не помню еще, чтобы вот так выезжали на моторах. Какие-то числа в это время еще закрывались, еще на льду были. Помню, даже с Ларисой мы выезжали. Уже тоже было уже черное, так все черное, но еще мы еще и рыбачили. А здесь уже лодки спускаем, офигеть. Ну, как-то так. Да не-не-не, Олег, нормально. Че, поднимем? Нет. На ней, конечно. Здорово, здорово. Так просто красивенько еще. Ну как новый, сколько? 3-й сезон уже. 3-й? Да. Я вроде видел тебя на красной. Нет. 3-й сезон уже на ней. Это, блядь, Смирнов продал такую. Ну, у него она чуть поменьше и вертка, что-то. Эта баржа нормально стоит. Сколько она тебя? 150. Че, ехаем? Ну да. Давай, Люк, потихоньку. Да, веревка. Потихоньку, Илюх. Цветок и все, давай потихоньку. Пошла, милая. Давай. Отъезжай. Вот так вот дома. Пробуем. Накачал. Китаец шепчет. Зиму простоял с 1-го раза. Контролечка бежит. Все отлично, все отлично. Ну, ребят, что, на воде? Вот она, речушечка-то. Уже льдин даже не особо-то плывет. Есть, конечно, кусочки. Но вот этот мусор еще долго будет нести. А так все. Сезон, ребята, водомоторный открыт. Сейчас дадим жару, съездим, прокатимся. Ну что, попылили?
Нормально. Кайфово, ребята, знаете, вот после зимы вот так первый раз сесть и такой небольшой мандраж, но опять же вода большая. Ну вот заехал на одну из речек, здесь уже льда нету, грязь плывет, да, мусор, а так все чисто. Вот, а там еще льдины нет местами. Ну это сейчас день-два и как бы и принесет. Может где-то, конечно, заторы будут еще потом, но в дальнейшем, скажем, днем как бы все лучше и лучше. Да, воды нету, ребят, что даже можно пробовать рыбачить налима. Даже можно пробовать рыбачить налима. Не знаю, посмотрим. Грязи много, конечно, трава сейчас. Ну, так, если чисто съездить на разведочку, то, я думаю, можно прокатиться. Почему бы нет? Класс. Блин. Вот это кайф, ребята. Все, завелся с первого раза. На удивление. В прошлом году, кстати, тоже с первого раза заводился. Мне еще писали, почему не дымит. Ну вот он не дымит, ребят, не дымел. Я его не заводил, не грел, ничего. Ну, хранился в теплом помещении. Я вам про то и говорю, что как бы храню в теплом. А так, песня. Эх, красота. Опять драйв, опять что-то новое. Блин, круто. Ну, в целом, нормально. Да, ребят. Берега даже доступны к донкам. Обычно-то вода поднята. И мест мало, где можно порыбачить. Сейчас езжу там на одно место, посмотрю. В принципе, почему бы и нет. Опа!
конечно, не намного донок, но здесь побалдеть можно. Высокая полянка, недалеко от устья, есть дрова. Здесь завозили телегу наши ребята, потому что здесь дров особо нету. И здесь, слушайте, можно прям побалдеть. Я думаю, даже закидушки можно взять, потому что здесь ямка, тиховодка. Чё бы нет, да? Палаточку поставим. Че? Песня. Здесь яма. Я здесь когда-то ловил осенью налима хорошего. Такого. Кидал с кустов донки. Тут даже можно побродить. Тырк-тырк-тырк. Шмырк-шмырк-шмырк. Нормальная тема. Но вода прибывает, да. Завтра может тут все затопит. Да, вот тут даже прям нырк. Нырк, нырк. Закидушечки поставим. Чик-чик-чик. Отлично. Так, ребят, ну что? Опа. Ноги затекли. Че, в принципе, да, ребят. Ну, вода прибывает, наверное, сейчас с каждым разом. Потому что были холода. Сейчас все-таки потеплело, солнышко. Вот. Да, можно производить рыбалку. Рано, конечно, обычно в это время я еще не рыбачу. Но погода делает свои взносы, коррективы. Может, съездим, ребят, чисто так, на открытие. Поймаем, не поймаем, похрену. Охота просто костерок попалить, там, знаете, там, побалдеть. Песня. Солнышко греет, а так от воды, конечно, холодно. Ну что, в принципе, сегодня, ребят, задача поставлена именно спуститься. Есть сейчас свой прицеп, проблем нету. А то обычно там тоже ищешь. А тут сейчас все чик-чик, все классненько. Спустились, все нормально. Такие дела. Ладно, едем домой, ребята. Готовиться к рыбалке. Ребят, всем привет. Это второй день. Вчера спустил лодку. Все четко, все шикарно. Блин, по прогнозу смотрю, ребят, погодка такая нарисовывается. Сегодня выходной. Вот. 20 градусов. Ну, короче, 18 градусов тепла. Ну, плюс солнышко вообще великолепно, блин. Вот это погодка. У меня продолжается, ребята, подготовка. Перетрес гараж. Кстати, ну, гараж 6×4, огромная высота. Высота делалась не просто так, а с тем расчетом, чтобы, если что, какой-то каракат мог туда залезть. Ну ладно, не суть. И со временем все как-то разбрасывается. И потом места, бац, и не хватает. Ну, блин, в упор все, что-то тут. А потом грамотно сейчас сложил, что-то подвесил. И оказывается, место-то, ребят, в порядке. И грамотная расстановка, прям все шикарно. Убрался в гараже. Достал, ребята, все снасти. Зимние все убираю. Палатки, печки. Ну, понятно, что еще какие-то будут в теме, потому что весна еще продолжается, холодно. Готовлю походные рюкзаки именно по налиму. В общем, ребят, подготовка. И, скорее всего, сегодня я выеду. Погода классная, 20 градусов, но впереди, ребят, снег и -4. Вот такие дела. Стандартно, ребят, процедура. Подготавливаю донки и, как правило, всегда снимаю небольшой ролик. Вот. Как монтирую. Ну, в принципе, никому ничего интересного, все это понятно. Но у меня в первую очередь, ребята, заготовка грузил. Груза плавлю сам, сразу на сезон, потому что сейчас в течение весны, лета, осени донки будут в деле. И как бы обрываешь, рвешь, цепляешься,
как бы, и вот весной специально вот приготовил, все обновил, приготовил грузила, посмотрел, сколько крючков, колокольчиков, как бы докупился, и все, и погнал. И уже не важно, сегодня-завтра я резко выскакиваю, я знаю, что есть запас, и все нормально. Вот. Так что сейчас, ребят, поплавим немножко грузил, приготовим на сезон. Сборы, и сегодня, ребята, выезд. Потому что погода такая классная, охота на берегу поваляться, просто птички поют. Ну, понятно, что снег еще, ребят, на реке очень много снега. Даже выезд как бы не за рыбой, а в большей степени просто развеяться, разведка, покидаем доночки, костерок попалим. Короче, что-то такое. Ладно, это потом, ребята, а пока. Ну что, наш выход, ребятки. Колокольчики. Это у меня поводковая леска, я использую 0,4. Вот. Крючки, запас. Я вот так, ребят, в пачках не вожу. Вот. Я обычно вот такую баночку просто высыпаю, и потом уже у меня, ну, как бы пользуюсь. Это такая сумочка. И вот наши груза. Наши груза. Что мы тут имеем? Сейчас большое течение. Ну, такие груза это точно не пойдут. Это на закидушку в основном. А вот что-то такого плана, даже этот маловат, будет нормально. Сейчас самое оптимальное, ребят, 180, 200 грамм, 250 грамм, чтобы держало на течении. Вот будем плавить, потому что, ну что тут, 2 грузила всего. Тоже крючки какие-то. Надо обновиться, немножко крючков сыпануть, докупить. Дома у меня есть, кстати. Так, здесь все нормально. Так, ну и доночки наши, ребят. Все постоянно пишут, что в пакете, в пакете. Вот, ребят, сумка есть специально. Ну, фишка в том, что, ребят, крючки бывают цепляются. В сумку, допустим. И тяжело потом отцепить. А в пакете как бы зацепился, дернул, да и все. Вот сейчас буду, ребят, смотреть, что как. Замена поводков обязательно. Где-то там цевье подтупилось. Так, в принципе, доночка нормальная. Основная леска, ребята, у меня 0,7, поводочная 35, 0,4. В основном, конечно, это по налиму, но также другая рыба тоже попадается. Это рыбалка детства. Я с детства этой занимаюсь рыбалкой. Она мне очень нравится. Так, в принципе, доночка нормальная. Вот. Самодельная мотовилка из фанерки, из дерева. Вот это заводское грузило. Не знаю, где я его надыбал. Где-то я его нашел, наверное. Так. У меня 10 доночек, по 2 поводка. Вот, пожалуйста. Какой-то обрыв когда-то был. Вот. Один поводок остался. И у нас нету грузила. Работаю в петля в петлю. Грузила тоже на основную в петлю. Вот, допустим, да. Сейчас мы повесим что-нибудь. Как раз вот такое грузило. Ну так, все, работаю только в петля в петлю, ребят. Так. Ладно, это у нас будет первый поводок. Тоже петелька в петельку. И сейчас второй. Второй вяжу именно примерно вот здесь. Как забрасывать. Здесь держу именно за вот эту петельку и забрасываю. Небольшую делаю петельку. Раз, два. Смочили. Леска толстая, чтобы не прожгло. Все. Сейчас буду вязать поводок. Не знаю, этот
Такой, конечно, уже помятый, но пойдет. Вот. Вот, в общем, такой, ребят, процесс. Очень удобно перевозить. Вот 10 донок, ребят, вот в таком пакетике. А если бы закидушки, вот 10 закидушек, это 10 палок надо. Привет, привет. 10 катушек с этим расчетом. Ну, зато закидушку удобно забросить где-нибудь. А здесь, допустим, в кустах не очень удобно все цепляется. Короче, такой процесс, ребят. Ладно, сейчас перебираю и будем плавить. Так, ребят, ну что, начнем. Нужна водичка, чтобы охлаждать. Делаю на газовой горелке. Подключаем. Так, вот такая баночка, ребят, у меня старая. Сколько, я не знаю, раз ее сделал, вот так и пользуюсь. Плоскогубцами я вот зажимаю. Вот так. И все, и выливаем. Свинец, ребят, такие у меня плюшки. Это мне когда-то ребята подгоняли с Кирова. Спасибо огромное, до сих пор пользуюсь. Вот так рублю их на куски. Это старые груза, где-то на рыбалке находил, у кого-то донки цеплял. Они очень легкие, я их сейчас переплавлю просто под себя и все. Четко будет. Плавлю, ребят, вот в таких ложках. Это старая советская 6 копеек алюминиевая. Она очень большая и глубокая. Получается, грузила 175 грамм ровно. Вот. Ну так, ребят, я фиксирую. Специально, смотрите, загнул вот так, да, чтобы стояла ложка. Вот так ровно ложу. И вот такая еще. Сейчас мы установим, чтобы было удобно заливать. Чик-чик, чик-чик. Все. Все, поехали. Процесс, ребята, не быстрый, но нормально. Вот так. Сейчас потихоньку нагреется баночка, и потом процесс быстрее пройдет. Алюминий плавится, ребят, градусов 300, наверное. Ни в коем случае не плавьте в гараже, дома тем более, в закрытом помещении. Лучше на улице. Потому что все-таки выделяет, ребята. Ну и как-то так, ребят. Вот сейчас за 2 кружки постараюсь все это быстренько сделать. Ну, вот такие дела. Ветерок, конечно. Немножко задувает, но ничего. Вот так, ребятки, пока плавится, сейчас буду тут собирать рюкзаки, марафет. Сегодня печку брать не буду. Сегодня тепло. Соберу такой первый комплект по налиму, потому что, блин, все зимнее. Ну, так непривычно, как и с осени в зиму заходить. Надо все вспоминать, где что лежит, блин.
что-то где-то дома, где-то за зиму купил, блин, вспоминаешь потом, куда что положил. Ну, короче, первая сумка, вот это у меня чисто будет спальник. В арсенале, ребят, вожу вот такую палатку маленькую. Ну, у меня сейчас появилась новая палатка, это стена. Пашка Братулец мне подогнал. Вот тоже буду брать ее. Не всегда залажу в палатку. Сейчас ночь короткая, приближаются белые ночи. И как бы бывает просто возле костерка охота поваляться. Стабильно мой спальник. Сюда кинем горелочку для костра. Горелку потом положу туда. И газик. 2 баллончика новых. Этих сейчас, наверное, поднабью. Старые. Так. Вот это у меня сумка будет конкретно такое. Сумка кухня. А, кстати, туда тоже положим дождевик, ребят. Все-таки уже дожди могут пойти. Неохота попадать. Дождевичок тоже сюда положим. Так. Палатку, печку тут не надо нам брать сегодня. И здесь сейчас будем тоже разбираться. Первое есть, ребята. Так, ладно, не накосячить первым блинковым, как обычно. Ложка должна быть сухая. Чистая. Вроде четко. Так, не шитай, не шитай. Главное не шитать, ребят, чтобы не было вот этих, знаете, морщин. Чтобы чистенькие, ровненькие получились. Это чуть-чуть надо, неровно стоит. Вот. Потом наблюдайте, ребят, чтобы ложка была сухая. Иначе будет фейерверк. Можно повредить глаза, руки. 300 градусов это не шутки. Это даже не кипяток. Сейчас готовил дома. Вон масло брызнул, он, пожалуйста, все в ожогах нахер. Тут то же самое. Хотя бы перчатки одевайте. Все. Вот таким образом, ребят. 2 штучки сразу. Бам-бам. Вот они, наши телепузики. Занимался торговлей. Грузило на данный момент, чтобы вы понимали, грамм-рубль. Плюс-минус. То бишь экономим очень сильно. Такие груза сейчас рублей 150 стоят. 180. Ну и пожалуйста. 350 рублей. Вот. Ну и понятно, что свинец не найти. Раньше аккумуляторы дербанил. Сейчас их сдают. Их часть тоже на свалках не найти. Потом шиномонтажи заезжал одно время. Вот эти грузики, знаете, на колесах. Одно время свинцовые были. Потом перешли на какой-то другой металл. Они не плавятся. Да и в шинных монтажах тоже не дают. Просто пацаны сдают сами. Вот как-то так. Что-то до хрена здесь налил.
Так, ребят, ну все. Ловкость рук и никакого мошенничества. Вот такие красавчики получились. Ровненькие. Ну, понятно, они сейчас светлые. Воду раскинь, они потом потемнеют. Ну, вот 175 грамм примерно. Ну, сэкономил, ребят, плюс-минус 1500 рублей. Так, возьмем пятерочку. И вот так, плюс-минус, примерно делаем отверстие. Вот. А потом можно еще вот зинкануть, ребят, так как говорится. Фасочку убираем. Вот, чтоб леску не перетирала. Вот у нас готовые грузила. Вот такие дела. Вот такие красавчики. Ну, положу сейчас с собой. А так вот заняться. Там полчаса делов, так скажем. Вот такой ролик, ребят, немножко показал, так сказать, подготовку. Все, весна началась очень рано, быстро, как говорится. Ну и теперь будем потихоньку выезжать. Давайте, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр, за комментарии. Увидимся на рыбалочке. А сегодня уезжаю. Пробный выезд. Ну, сам понимаешь, что рано, очень рано, наверное, мусора много. Ну, на берег охота, ребят, вообще просто охота. Все, братцы, давайте, быть добру, связь.